Уже в декабре текущего года планируется выдача биометрических загранпаспортов нового образца. На сегодняшний день проводится работа по защите данных, а также по разработке дизайна. К концу года начнется персонификация, после чего гражданам Кыргызской республики можно будет обновить свой заграничный паспорт. Проводится на сегодняшний день колоссальная работа по приведению соответствия защитных элементов, дизайна. В ноябре месяце будут высланы образцы. К концу года начнем персонификацию и будем выдавать в новом формате. Также с Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел проводится работа по снятию визовых ограничений, подписан ряд соглашений. В тендере на закупку бланков паспортов нового поколения общегражданские, дипломатические и служебные победителем стала немецкая компания Mühlbauer ID Services. Эта фирма потребовала за свои услуги свыше 655 миллионов сомов. Стоит отметить, что сейчас граждане Кыргызстана получают загранпаспорта, которые печатаются по образцу 2006 года, без чипа и электронных данных о человеке. Выиграла тендер немецкая компания Mühlbauer. Сейчас мы активно с ними проводим работы, составим график работ, ведутся работы по дизайну. Они приступают к закупке чипа, закупке всех расходных материалов, бумаги. Там очень сложный процесс, потому что современный паспорт – это фактически электронное устройство, компьютер, который работает от соответствующих энергетических источников, содержит память постоянную, временную. То есть это сложное устройство, поэтому и сам процесс очень сложный. Главными фишками новых паспортов являются встроенный чип и поликарбонатная страница с персональными данными владельца. В чипе могут храниться отпечатки пальцев или даже рисунок радужной оболочки глаза. Правила проверки документов на границах устанавливает Международная организация гражданской авиации ИКАО. В 2007 году при ИКАО создали общую базу, куда государство загружает свою информацию об электронных паспортах, которые они выдают. Страна, принимающая иностранного гражданина, может по этой базе удостоверить его паспортные данные. По Е-паспорту пограничник легче выявит поддельный документ. База позволяет военным определить, был ли документ путешественника выдан компетентным органам, была ли изменена биографическая и биометрическая информация в чипе после выпуска. В последние годы наличие чипа является очень важным фактором, поэтому многие страны декларируют и оповещают страны, в частности Кыргызстан, которые еще не перешли на биометрические паспорта, о том, что в ближайшее время, может быть, они ограничат или затруднят въезд по паспортам, не имеющих чипов, то есть не биометрическим паспортам. Поэтому мы сейчас в оперативном порядке, ГРС, Инфоком, прикладывают все усилия к тому, чтобы в максимально кратчайшие сроки к концу этого года ввести в действие новые паспорта. Стоит отметить, выдача электронных паспортов должна была начаться еще с 2019 года. В 2018 году ГРС объявила тендер на закупку бланков, который выиграла литовская компания. В феврале прошлого года по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело. В рамках этого были задержаны несколько чиновников регистрационной службы, которых оштрафовали на 500 000 сомов. Экс-главу Алину Шаикову объявили в розыск. Позже она сбежала за границу. Не так давно США ввели визовые ограничения для граждан нашей страны только по одной причине. Кыргызстан не выдает своим гражданам электронные биометрические паспорта. Ведь в 2017 году более 50 кыргызстанцев перед поездкой в Южную Корею изменили свои имена и получили поддельные документы. В 2016 году в аэропорту Стамбула были задержаны 98 граждан Китая уйгурского происхождения с поддельными кыргызскими паспортами. Но самый крупный паспортный скандал случился в далеком 1994 году. Тогда потеряли 117 тысяч бланков загранпаспорта. Документы в то время заполняли вручную, приклеивали фотографию и ставили печать. Подделать паспорт было очень легко. Позже их можно было поменять на паспорта нового образца. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.